Там у Суновости, Молбеки, районе Богвеждут. Это что должно быть эти мягко легко юнзле голову возишь, что должно там можно виз. Дальше эти цамфуешь, цамлуешь, цамлуешь вот хазла, антурват султан. Если вот что он далее, это морем, да, я мюндейтат. Свою инспекционную поездку по Малгобекскому району руководитель администрации главы Башир Хашигульгов начал с сельского поселения Сагапши. Здесь живут сестры Марем и Лоли Гетагажевы, которые ранее в ходе одной из программ «Диалог с народом» обратились к главе с просьбой построить им новый дом. Полувековая хибара, в которой жили пожилые и одинокие женщины, буквально трещала по швам. Теперь в придачу к новому дому Гетагажевы получили заботу и внимание от представителей власти. Однако не все одинокие старики в регионе получают должное внимание. И в этом направлении работу необходимо активизировать, уверен руководитель администрации. Как мне представляется, в рамках диалога, возможно, будет поднят вопрос о сформировании отдельной программы социальной направленности, именно касающейся людей именно этой категории. Следующая остановка в селении Псидах. Башир Хашигульгов пообщался с представителями муниципальных властей и духовенства. Здесь основные проблемы связаны с водоснабжением в селе и ремонтом местной школы. В ходе беседы руководитель администрации акцентировал внимание на профилактике экстремизма среди молодежи. А местные жители рассказали о строительстве центральной мечети, которая была начата в 2015-м. Соборная мечеть рассчитана на 2500 человек, в то время как действующая вмещает всего 500. На строительство уже потрачено 40 миллионов рублей из собранных средств. Для завершения работ необходимо еще столько же. Планировали на 25-летие Республики Ингушетия, что-то у нас не получилось. На будущий год, я думаю, что Аллах нам позволит, мы завершим. А дальше в Малгобек. Хашигульгов ознакомился с процессом работы на заводе по производству энергосберегающего осветительного оборудования. Глава администрации выразил недовольство тем, что огромное предприятие почему-то не разгружает рынок труда. Вопрос безработицы в районе остается открытым. Пока на предприятии трудится всего 33 человека, хотя завод рассчитан на 300 рабочих мест. То есть 30 человек мы наберем только при полной загрузке, а это возможно, когда мы закончим технологию, ту часть. Ну и при определенном финансировании. На самом деле мы сейчас ограничены в средствах, поэтому вот через государственную программу стажеров набрали. Уже в администрации района Хашигульгов провел заседание с представителями местной администрации, газовой службы, водоканала и медиками. Рабочая группа отметила первоочередные задачи, решение которых не терпит отлагательств. Переселение из аварийного жилья, номер 1, можно назвать эту проблему. Значит, недостроенные дома, нет финансирования по линии Минстроя. И вопрос оползневой зоны, который сегодня все-таки нагнетает социальную обстановку. Людей интересует, значит, много проблем. Это по ремонту Дома культуры города Малгобек, это прокладка улицы. Сегодня ремонт домов, который мы ведем по линии доступной среды. Тоже очень много вопросов, где люди хотят, допустим, сделать, чтобы внутри дома были ритуальные дома, которые могли бы там дикмуда. Если мы собираемся пошагово решать проблемы Малгобекского района, должен быть определен очень четкий, понятный алгоритм действий, как органов местного самоуправления, так и республиканского правительства. Я буду выходить с инициативой на главу республики, чтобы здесь, в Малгобеке, провели расширенное заседание правительства республики. Выездное совещание поможет правительству региона детальнее разобраться в обстановке города и района, после чего по каждому вопросу будут созданы рабочие группы, которые разрешат закоренелые проблемы Малгобекского района. Далее Хашигульгов провел прием граждан, в рамках которого было рассмотрено более 10 вопросов по трудоустройству, переселению из ветхого жилья и по личным вопросам граждан. Одна из самых наболевших тем – это ситуация вокруг так называемого Балкарского дома по улице Асканова, жители которого почти год отказываются переселяться из аварийного дома в новый. Их не устраивает место расположения нового дома и планировка квартир. После долгих расприй стороны все же пришли к компромиссу. Вот мы сейчас говорим за нас четверых, что мы этот договор подпишем, если он будет вот в таком виде, о котором мы сейчас
какому сейчас Я вам договоримся. разрешаю полное, даю вам 100% право прийти, вот юрист МИИГа, у нас есть юротдел, Муружева Зейнаб, ты ее знаешь. Составьте этот договор, как вы считаете нужным. Таита Истамирова воспитывает детей без мужа. Семья ютится в щитовом домике. Женщина попросила помочь в решении жилищного вопроса. Руководитель администрации главы обещал передать сведения о семье в фонд «Солидарность» и посодействовать в покупке холодильника. Также несколько девушек обратились с просьбой трудоустроить их в районную больницу. Этот вопрос будет решен через Минздрав в течение текущей недели. После трехчасового приема граждан Хашигульгов посетил врачебную амбулаторию в Зязиков-Юрте. Родители сетуют на то, что в лечебном учреждении уже год нет педиатра. Медики информацию тоже подтвердили. 2 раза в неделю детского врача командируют из районной больницы. Но этого недостаточно, так как в селе более 1000 детей. Кадровый вопрос мы решим, содействие будет оказано. Особое внимание в рамках поездки уделено самому отдаленному селу Акиюрт. Здесь также накопилось немало проблем, связанных с водоснабжением, дорогами и нехваткой школьных и дошкольных учреждений. Руководитель администрации обещал доложить обо всех проблемах местных жителей главе региона. На обратном пути Башир Хашигульгов пообщался со спортсменами в ФОКе в селении Нижние Чулуки. Руководитель спортобъекта рассказал, что здесь занимается около 600 человек, и поделился первыми победами своих воспитанников. Сегодня могу сказать, что, пожалуй, нуждаются в дополнительной проработке вопросы, которые имеют отношение к оползневой зоне, да, в городе Малгобек, вопросы расселения ветхого аварийного жилья. Там на самом деле вопрос сложный, еще раз подчеркиваю, они нуждаются в дополнительной проработке. Ну, были ряд вопросов, которые удалось сегодня решить. Вопросы дойдут до главы республики. И многие вопросы они найдут свое решение, несмотря на такую сложность. Зарема Ивлоева, Тимур Карахоев, Новости 24.